Они сражались за Малгобек, сдержали натиск, сорвали план захватчиков и обеспечили победу в одной из решающих операций перед Сталинградской битвой. 71 год с тех самых событий. Родился в рубашке, попал под скальпель умелого хирурга или просто ему суждено было выжить. После смертельных повреждений Магомед Амин Гагиев пошел на поправку. Новоселье согласно графика. Реализация федеральной целевой программы позволит карабулакчанам покинуть ветхое жилье и обустроить уютные восьмиэтажки. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Сегодня город Воинская Слава отмечает 71-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В сквере памяти и славы Малгобека прошел митинг. Почтить память воинов Советской армии, погибших при обороне города Нефтяников, пришли депутаты Горсовета, представители муниципальных образований, школьники и студенты. Участники митинга возложили венки и цветы к памятнику павшим в боях. По рассказам очевидцев и участников этих событий мы знаем, какой ценой далась нам победа. Они могли противостоять только лишь стойкость и мужество, отвагу и героизм. И в итоге это явилось основным фактором победы под Малгобеком. Эта победа явилась главной наградой для тех, кто, не жалея своей жизни, сражался за победу. Это явилось главной наградой для тысяч и тысяч сынов, дочерей Ингушетии, сражавших на всех фронтах. Это явилось главной наградой для жителей опустошенного, разбитого Малгобека, которые они в конечном итоге восстановили ценой больших усилий и затрат. Тогда, 71 год назад, в боях за город Нефтяников примеры мужества и стойкости показали тысячи солдат и офицеров Красной армии. Не менее впечатляющими были помощь и отвага гражданского населения. Эти дни навсегда вошли в историю нашего города и историю российского государства. О тех, кто сражался за родину, защищал свой дом, обеспечивал тыл, и о тех, для кого все это было сделано, репортаж Заремы Евлоевой. Город Воинской Славы, он же город Нефтяников, основан в 1933 году. Во время Великой Отечественной войны здесь проходила битва под названием Малгобекская оборонительная операция, которая, по словам историков, стала одной из решающих. Советские войска нанесли поражение первой танковой армии противника и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. В Малгобеке добывалась высококачественная нефть, одна из лучших в СССР, которая шла исключительно на производство топлива для самолетов. Именно поэтому враг рвался захватить эти земли. К сожалению, участников тех событий с каждым годом все меньше. Вот отрывается ногу, руку, ему нельзя было сказать потому что мы говорили ему, что тебе надо, ты живой остался еще, а ты же не умер. Лишь бы живой остался там. Больше, самое главное, что там было. А опасность войны, каждый шаг опасно. С начала войны многие малгобекчане ушли на фронт защищать родину, а оставшиеся жители, труженики тыла, круглосуточно работали на нужды фронта. Добывали нефть, рыли окопы и кормили солдат. Когда мы говорим вот об этой Малгобекской оборонительной операции, я считаю, что здесь два важных момента. Первый – это то, что это была решающая битва в ходе Второй мировой войны, от которой зависел и исход всей войны. И второе – то, что наше население безоговорочно поддержало свою армию. Наше население сделало все возможное и невозможное для того, чтобы обеспечить нашу армию, значит, и продуктами, насколько это было возможно, и моральной, и материальной поддержкой, и политической, можно сказать, для того, чтобы армия чувствовала за своей спиной, значит, такой вот надежный тыл. Немаловажную роль в этой победе сыграли и труженики тыла, которые не жалели ни сил, ни здоровья для того, чтобы их армия вышла вперед. И сегодня в самом центре Малгобека установлен вот такой вот памятник. Это дань памяти женщинам и детям, которые героически и отважно сражались наряду с военными. В ходе Малгобекской оборонительной операции войска Закавказского фронта активной и упорной борьбой не только сорвали планы врага на Кавказе, но и не позволили ему осуществить переброс сил с Кавказа под Сталинград, что явилось одним из условий для последующего полного разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Одновременно с этими событиями ингушский народ безвинно отправили в ссылку в Казахстан. И несмотря на это, ингушские офицеры и солдаты меняли национальность в документах, чтобы защитить родину. Я переписался
на национальность русский, Николай Дмитриевич. Фамилию я оставил для того, что если и погибну, то меня по фамилии хоть найдут. Вот для этого я фамилию только оставил. О том, что ингушский народ сыграл такую большую роль в страшной войне, долго умалчивалось. 4 месяца шли ожесточенные бои за город нефтяников, но фашисты так и не смогли захватить Малгобек. Историческая справедливость в отношении города Малгобека была восстановлена лишь спустя 62 года после окончания войны. Осенью 2007-го указом президента за мужество, стойкость и массовый героизм ему было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Уже в мае 43-го была вновь введена в эксплуатацию первая нефтяная скважина, а сегодня Малгобек – это современный многонациональный город, в котором открываются новые скверы, улицы и музеи. Зарема Ивлоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Сегодня глава Ингушетии провел прием граждан по личным вопросам. Такие встречи стали уже традиционными. Здесь же присутствовали руководители профильных министерств и ведомств Ингушетии. Жители обращались с самыми разными вопросами. Кто-то просил помочь наладить производство, другие – прибавки к зарплате. Глава внимательно выслушал каждое обращение и дал по ним поручения. А чуть позже Юнусбек Евкуров встретился со своим помощником, советником Бесланом Цычуевым. Он сегодня именинник. Глава республики поблагодарил Цычуева за хорошую работу в 2013 году и обозначил основные направления в деятельности на этот год. Олимпийский огонь продолжает свое движение по городам России. Сейчас он находится в Удмуртии. Для символа Олимпиады остановка в Удмуртии стала первой в наступившем году. По улицам Ижевска Олимпийский огонь несли 150 человек. Протяженность маршрута более 30 километров. Эстафета Олимпийского огня Сочи-2014 является самой продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр. Она стартовала в октябре прошлого года в Москве и завершится в день открытия Олимпиады 7 февраля в Сочи. За 123 дня факел игр преодолеет более 60 тысяч километров. До открытия грандиозного спортивного праздника остается практически месяц, и получается, что Ингушетия встретит Олимпийский огонь в канун зимних игр. В эстафете примут участие около 30 человек. Видные общественные деятели и известные спортсмены попеременно будут нести олимпийский факел. Среди них и Адам Барахоев, олимпийский призер, один из тех, кто помимо своих громких достижений в спорте в качестве борца заслужил звание лучшего тренера мира. Магомед Измайлов о крупном медийном событии и его участниках. Адам Барахоев за последние 14 лет не пропустил ни одну Олимпиаду. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее он выступал как борец вольного стиля, а на всех последующих присутствовал в качестве тренера. Теперь же Адаму предстоит стать участником эстафеты Олимпийского огня. О том, что ему доверят такую ответственную миссию, он узнал совсем недавно. Первый раз мне позвонили из правительства республики, из Министерства спорта. Сказали, что я буду участвовать в эстафете. Но я был очень тронут. С одной стороны, это для меня большая честь, что республика предоставила мне такую возможность. Олимпийские игры – это история, история спорта, история страны. Это большая честь для нашей республики и для всех, кто будет там участвовать. После этого звонка до сегодняшнего дня у меня волнение такое, как будто я буду участвовать сам на этих Олимпийских играх, хотя это зимний вид спорта. Но очень тронут. Я думаю, что будет большой праздник в республике. Эстафета Олимпийского огня впервые пройдет по территории нашей республики. Олимпийский огонь пронесут известные спортсмены, ветераны спорта и общественные деятели. Также в республике пройдет ряд спортивных мероприятий, приуроченных к этому событию. 29 января, приурочен к эстафете олимпийской эстафете, будет всероссийский турнир на Кубок главы республики. Уже многие звонят, хотят приехать. Я думаю, что очень много будет гостей и будет большой праздник. Эстафета Олимпийского огня не только спортивные, но и крупные медийные события, за которым следят средства массовой информации всего мира. Магомед Измайлов, Ильяс Ханеев, Новости 24. Новогодние праздники в Ингушетии проходят по плану и без ЧП. Но уж совсем исключить случай управления автотранспортом в нетрезвом состоянии и мелкого хулиганства не получается. Но вместе с тем правоохранительные органы предприняли все меры безопасности на дорогах и в местах массового скопления людей. О праздничном дежурстве сюжет Миланы Хашагульговой.
В течение нескольких праздничных дней патрулирование на оживленных участках дорог осуществляют наряды полиции. За время рейда выявлено около 30 нарушений. Транспортные средства лиц, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, отогнаны на штрафстоянку. Так, пресекая данные нарушения и принимая меры принудительного характера, полиция профилактирует дорожно-транспортные происшествия, совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день у нас работает весь личный состав. У нас также выставлены сегодня по федеральной трассе группы и в черте города Назрань. Проводится работа по выявлению нарушителей. Пренебрежение светофорами и запретами регулировщика служит поводом остановки водителя сотрудникам полиции и проверки документов. Благоприятную обстановку на дорогах заметили и сами водители. Благодаря сотрудникам полиции в течение нескольких дней не наблюдалось явных дорожных происшествий, а также заторов. В праздничные дни в республике серьезных ДТП не зарегистрировано, и связано это с соблюдением правил дорожного движения и повышением уровня культуры водителей на дорогах. Милана Хашигульгова, Ильяс Ханиев, Новости 24. Он выжил назло водителю. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что здоровье юного спортсмена Магомеда Амина Гагиева пошло на поправку. В конце ноября прошлого года во время тренировочной пробежки его сбил и оставил умирать на дороге житель села Новый Редант Адам Хамхоев. Однако скрыться ему не удалось, его задержали практически сразу. В поисках преступника и доказательстве его вины помогла камера наблюдения. Пострадавшего спустя месяц реанимации перевели в палату, но он сейчас в надежных руках. Репортаж Лейлы Гайсановой. 14-летний Магомед Амин Гагиев с многочисленными ушибами и переломами ног был доставлен в республиканскую больницу случайными прохожими. Совершивший наезд на пешехода, житель Нового Реданта с места происшествия уехал. Врачи сами не ожидали, что мальчик выживет. Он перенес 8 тяжелейших операций. Месяц лежал в реанимации и, наконец, к большой радости родителей, его перевели в палату. 2 перелома у него были несовместимы с жизнью. По воле Всевышнего и с помощью врачей он остался жив. Коллектив ИРКБ, который не разделяет свое время на рабочее и нерабочее, все как один стали спасать жизнь мальчика. В течение нескольких недель они боролись за сохранение его здоровья и жизни. Наша клиника располагает всем необходимым для оказания квалифицированной, неотложной помощи. Имеющаяся в больнице аппаратура позволила, не делая больших разрезов, стабилизировать поврежденные кости. С переломом обеих голеней, с переломом бедра, с переломом плечевой кости, с повреждением брюшной полости, закрытые повреждения, с изменениями в легких, так называемый сложный синдром, который во много, так сказать, определяет и характер, и летальность. Вот с такими переломами действительно был этот Гагиев. Врачи удовлетворены полученным результатом, но говорят, что предстоит сделать еще немало. Своевременно оказанная помощь, то, что было проведено медицинскими работниками, врачами, медсестрами, младшим персоналом, привело к тому хорошему результату, который мы на сегодняшний день имеем. Конечно, в дальнейшем надо будет проводить какие-то профилактические мероприятия, дополнительно заниматься, потому что такие травмы, они никогда бесследно не уходят. По словам водителя, который сбил пешехода, Гагиев выбежал на проезжую часть, а на самом деле мальчик делал пробежку. Магомед Амин собирался участвовать в республиканском турнире по боксу среди юниоров. Занимался этим видом спорта уже несколько лет в 17-й школе Верхних Очелуков. У тренеров Абирхана Булгучева и Руслана Аушева у мальчика были далеко идущие планы. За 2 недели до этого он сам, конечно, вызвался, меня попросил, чтобы обязательно будет участвовать на чемпионате республики по юношам. Это от 15 до 16 лет. Вот в связи с этим он вечером в те неплановые дни, тогда у нас выходные от тренировок, он бегал, делал кроссы, спортивные кроссы. Вот в это время, когда он делал кросс по краю асфальта, вот произошел вот этот случай. После введенного плана перехвата нарушитель был задержан. В городском отделе внутренних дел по Малгобеку от каких-либо комментариев тогда отказались. Однако нам стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Лейла Гайсанова, Магомед Урусханов. Новости 24.
В безопасные 8-этажки в конце месяца смогут заехать жители Карабулака. Новые строения возводят по программе ветхого жилья. Надо отметить, что наш регион один из тех, кто реализует этот федеральный проект строго по намеченному высшим руководством графику. Здания отличаются особой каркасной системой, которая держит всю конструкцию. Это и позволит не бояться землетрясений. Репортаж нашего корреспондента Хади Адельбиевой. Мария Елхароева живет в двухкомнатной квартире в ветхом доме уже 12-й год. Она каждый день следит за тем, как строится новый дом, куда ее семья должна переехать. Но с самого начала, когда шло строительство, мы все время приходили, смотрели, когда штукатурили здесь. А потом уже, когда стали такие внутренние работы производить, уже мы непосредственно, можно сказать, принимали уже активное участие. 8 семей из дома по соседству будут жить в новом элитном доме. В 8-этажном доме 28 квартир. В каждом подъезде предусмотрен лифт. Во дворе построены детские площадки, тротуары. 2- и 3-комнатные квартиры с отдельным санузлом и просторными комнатами скоро примет своих хозяев. Открытие намечается на 10 января. Я очень довольна, она говорит, очень довольна своей квартирой, она ей очень нравится. Здесь же, в Карабулаке, к сдаче готовится другой 8-этажный дом, аналога которому нет в Ингушетии. Его особенность в том, что здесь всю конструкцию держит каркасная система, которая обезопасит ее жителей при землетрясении. 50 квартир. Однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Строительство дома начали в прошлом году в августе месяце. Отделка фасада кирпичная. На первом этаже будут магазины и офисные помещения. Сейчас рабочие заканчивают благоустройство двора, кладут плитку. Плитку в основном ложим, бордюры ставим, по благоустройству работаем. Начали это дней 20 назад, почти 3 недели. Площадка, вот дальше уже песочница, детская площадка полностью все. Строительство современных многоквартирных домов будет завершено уже совсем скоро. К середине января счастливые обладатели новых квартир справят новоселье. Хади Адельбиева, Юнус Цичоев. Новости 24. Спасибо за внимание и хороших вам выходных.